Евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. Такой необычный и в то же время чрезвычайно полезный приз выиграл ученик гимназии номер 1 Баязит Ваншин для своей школы. Региональный оператор по обращению с ТКО общества Дюртюли Мелиоводстрой организовал конкурс поделок из вторичных материалов «Чудеса из вторсырья». Данное мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия». Всего в конкурсе, который проходил в 2 этапа, приняли участие более 80 школ Башкирии. Лучшие работы выбирались путем интернет-голосования. Для чествования победителя и торжественной передачи контейнеров в гимназию специально приехали представители регионального оператора. Маленький лесной домик, настоящий теремок. Кажется, в любую минуту из него могут вылезти сказочные зверушки. А в основе его, как оказалось, пластиковые бутылки. Я смотрел много вариантов в интернете и нашел самый подходящий. Я делал это где-то 2 дня из пластиковых бутылок и папье-маше. Как рассказывает мама Баязита Раиля Ваншина, идея поучаствовать в данном эко-конкурсе показалась им настолько интересной, что подключились всей семьей. Поделка очень сложная, и ребенку выполнить одному это сложно, поэтому делали вместе. Поддон у нас сделан из картона. Он на 99% эта поделка состоит из вторсырья. Поддон из картона состоит у нас. Каркасом нам служат бутылки. Паста для папье-маше тоже она сделана своими руками. Из чего? Секрет откройте. Из многих компонентов, но основной компонент это тоже картон, смешанный в разных пропорциях с клеем, все это состоит из вторсырья. Участвуя в таких проектах, школьники учатся видеть в отходах не обычный мусор, а сырье для переработки и сами приходят к выводу о пользе раздельного сбора для экологии и экономики. Наши ребята, они задумались над тем, что за конкурс, для чего это проводится, в дальнейшем какая судьба, скажем, вот этих всех идей. Мы полностью поддерживаем. И действительно, мы очень-очень благодарим организаторов, в частности, организацию «Мехуборка», за то, что они организовали этот конкурс, предоставили нам участвовать и, конечно, задуматься над многими вопросами. Это у нас в районе первые такие контейнеры цветные для раздельного мусора. Хочу сказать, что самые первые все наши школы и все детские сады уже заключили договора на раздельный сбор мусора. У нас только не хватало вот этих данных контейнеров. Но это, я думаю, первые шаги. В дальнейшем будем и сами закупать, естественно. Отдельные контейнеры для стекла, бумаги, пластика и несортируемых отходов. Так, в гимназии номер 1 начинается новый этап на пути к правильному обращению с отходами, к внедрению раздельного сбора отходов. В первую гимназию Верхнеаркейскую мы уже приезжали с квестом. Это было как раз неделя экологического просвещения. Помню, даже, 11 ноября мы приезжали сюда, проводили экологический квест. Но сейчас в связи с пандемией мы сделали только дистанционный видеоурок, мы распространили его в школах. И сейчас его дети посмотрели, очень много отзывов оставили, было очень интересно. И родители, и дети присылали мне видеоотчеты о том, что они посмотрели видеоурок. У меня WhatsApp был забит сообщениями, их было около 200 на самом деле, я не вру. Вот. Экологическое просвещение для нас это важно, потому что мы воспитаем все-таки детей, которые смогут в будущем сказать, что переработка, сортировка отходов это для них уже как привычка. Как почистить зубы утром, дети должны научиться сортировать мусор. Для нас это первостепенная задача сейчас. Начиная с прошлого года весь Илишевский район находится в тесном сотрудничестве с обществом Дюртюли Мелиоводстрой. Рекоператор сегодня осуществляет регулярный вывоз твердых коммунальных отходов со всех 83 населенных пунктов, оказывает такие же услуги организациям и предприятиям района. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».